Абзерашумаз хатырску аюзша, яха хайзара сара дук язкуб, юниски вюбашук самяст, уяшукс яхзанагаз рацан, яхзанагад сара дук, яхзанагад а проблемаква, иқан уиза дагаква хкуштызхваз, вепшим атаглазашиква. Яха усуразиску бриоб, и мясоз ашукс, алтшаква, айхшала, ацара, хапхаишто сунта, а проблема ква рыласавера, убрямиштахе, хазкуло амюа, приоритет мюа, а экономика ганахала, а социал, политика ганахала, а партесара ква рыласавера искуп, и хапи хайкшера. Убрянпи уже авиаистот Александр Золотинская ИПА. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, в соответствии с вашим поручением правительство подготовило оперативную информацию по исполнению в прошедшем году бюджета всех уровней, динамики финансовых показателей, ситуации по реализации мероприятий по инвестпрограмме, которые финансируются Российской Федерацией. При вашей поддержке правительству удалось выполнить государственные обязательства, обеспечиваемые за счет средств собственных бюджетных, и добиться их роста. Вместе с тем, как вы знаете, серьезных финансовых средств потребовали непредвиденные расходы, связанные с серией стихийных бедствий, повлекших гибель имущества граждан, разрушение мостов, дамб и другие последствия. Исполнение госбюджета по итогам 2022 года составило по доходам 13 миллиардов 736 миллионов рублей, что больше установленных показателей почти на 1 миллиард 273 миллиона. По отношению к первоначальным параметрам, утвержденным законом о республиканском бюджете, рост доходной части составил 1 миллиард 983 миллиона. При этом необходимо отметить, что рост к фактическим бюджетным поступлениям 2021 года составляет более 2 миллиардов 165 миллионов рублей. Собственные доходы госбюджета составили 8 миллиардов 30 миллионов рублей. Это на 1 миллиард 275 миллионов больше уточненных параметров. Хочу обратить внимание на структуру доходов госбюджета. В 2022 году налоговые доходы составили 6 миллиардов 309 миллионов, это 45,9% от общих показателей. Неналоговые доходы составили 1 миллиард 600 миллионов. И безвозмездные поступления 5 миллиардов 827 миллионов. Основная доля в составе общего объема поступлений неналоговых доходов формировалась следующим образом. Доходы от внешнеэкономической деятельности – это 1 миллиард 26 миллионов 64,2%. Административные платежи и сборы – 9,8 миллионов 150 миллионов рублей. Штрафы и санкции возмещения ущерба – 153 миллиона. Основная доля безвозмездных поступлений составляет финансовая помощь Российской Федерации, которая в 2022 году пришла в полном объеме – 5 миллиардов 708 миллионов или 45,9% от общих показателей. Эта помощь она была концентрированной. В целях социально-экономического развития объем 4 миллиарда 158 миллионов и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестпрограммы 1 миллиард 550 миллионов. Основная часть собственных доходов обеспечена поступлениями, которые администрирует Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет. Надо отметить, что эти ведомства заметно активизировали работу. Что касается республиканского бюджета, то показатели таковы. Общая сумма исполнения доходной части чуть выше 10 миллиардов 654 миллионов рублей, что больше по уточненным параметрам на 889 миллионов рублей и больше на 1 миллиард 223 миллиона по отношению к первоначальным параметрам. Поступление собственных доходов республиканского бюджета 4 миллиарда 947 миллионов при уточненных параметрах, предусматривающих доходы в объеме 4 миллиардов 56 миллионов. Основными факторами, которые заметно повлияли на поступление собственных доходов в прошедшем году, являются расширение налогооблагаемой базы, в том числе
через постановку на учет налогоплательщиков, которые ранее не были зарегистрированы в налоговых органах. Мобилизация просроченной задолженности было ваше конкретное поручение, и администраторы его выполнили по линии Гостаможенного прежде всего и Министерства по налогам и сборам. Следующее. Повышение качества администрирования налогов и сборов. Всякое было в 2020 году, Аслан Георгиевич. Приходилось, Джансух Эдуардович помнит, по каждому району приходилось разбираться и указывать на то, что деньги есть, их надо правильно администрировать. Следующее – это меры, предпринимаемые в соответствии с бюджетным законодательством по усилению финансовой дисциплины. Уважаемый Аслан Георгиевич, считаем также необходимым отметить рост доходов местных бюджетов. При всем при том, что абсолютные цифры, возможно, они не впечатляют, но все города и районы, все районы и город Сухум в прошедшем году поработали положительно. Конечно, наибольший рост в суммарном выражении показывает город Сухум. При плане доходов 1 236 000 000 фактическое исполнение составило 1 408 000 000. Такие же положительные показатели в Гагрском районе, в Гудаутском районе и в других районах. Отдельно необходимо остановиться на поддержке регионов и местных бюджетов. Я уверен, что районы правильно поймут, мы никак не упрекаем руководство районов, что они получают помощь из центра. Эта сумма выражается 1 922 000 000 рублей. Помощь, которую мы оказали в прошедшем году местным бюджетам. Отдельно необходимо сказать и на бюджетных ассигнованиях, которые были направлены из средств республиканского бюджета на реализацию ведомственных целевых программ. По линии Минздрава это 490 миллионов рублей. Самый широкий профиль. Мы практически не отказали ни одному больному человеку в лечении. Эту работу Минздрав намерен продолжать также и активно и при положительных результатах. По линии Министерства соцобеспечения это 238 миллионов рублей, число получателей 8715 человек. Программа жилища была реализована на 40 миллионов рублей. В этом году мы планируем при поддержке парламента эту сумму также увеличить. Поддержка малого и среднего предпринимательства почти 50 миллионов рублей. По линии Минпроса было 34 программы, это почти 28 миллионов рублей. По линии Минкульта 52 мероприятия, 13 миллионов рублей. Развитие сельского хозяйства 100 миллионов рублей. По имеющимся данным, эти мероприятия были под контролем лично Беслана Цибовича. Несмотря там на некоторые шероховатости, назову так, эта программа требует продолжения, и мы это обязательно будем делать. В 2022 году, уважаемый Аслан Георгиевич, по вашему поручению в энергетическую отрасль мы инвестировали 566 миллионов рублей. Как известно, в целях оптимизации энергообеспечения была разработана соответствующая дорожная карта, в рамках которой были утверждены рамки тарифной политики на 5 лет и программа по установке приборов учета для потребляемой электроэнергии. Из средств республиканского бюджета на первом этапе приобретено 9 тысяч приборов. В наступившем году планируется приобрести еще 10 тысяч приборов. В этом году запланировано на эти цели, к сожалению, всего лишь 200 миллионов рублей. И в любом случае в рождении этой цифры активное участие приняли все профильные комитеты парламента, депутаты поддержали, и мы надеемся эффективно реализовать эту сумму. Но исходя из того, что абсолютные цифры, к сожалению, малы, нами ведутся переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей. Я немного отвлекусь, не в плане реагирования на высказывания на разных пресс-конференциях. Никакими миллиардами ни правительство, которое было вчера, позавчера, сегодня, никакими миллиардами, которые мы неэффективно использовали, никто не располагал. Если вы разрешите, я отклонюсь и немножко ретроспективы, как говорят специалисты, немного истории. В 2008 по 2013 год
в энергетику было инвестировано 527 миллионов рублей. Вот Ривас Платонович здесь, он был одним из инициаторов такого отношения к энергетике и исполнителем. Комплексный план 2010-2012 года 310 миллионов рублей. Инвестпрограмма практически 14-22, уже 2 миллиарда 211 миллионов. И никто нас не может упрекнуть в неэффективном использовании этих средств. Республиканский бюджет 15-22 339 миллионов. Всего с 2008 3 миллиарда 388 миллионов было вложено в энергетику. Позволю себе заметить, если не было бы этих цифр, то положение в энергетике было бы гораздо хуже. Нужна реабилитация передающих и распределительных сетей, нужен строгий учет потребления электроэнергии, нужна высокая собираемость платежей. При этом хочу подчеркнуть, что в условиях социально ориентированных бюджетных обязательств нашего государства в обозримом будущем, это завтра, послезавтра, республика не будет в состоянии создать полноценную энергетическую инфраструктуру без привлечения инвестиций. Это данность, которую не признать невозможно. И вот это наши ориентиры. Можно сколько угодно говорить. Опять меня будут упрекать, что я отвлекаюсь от темы. Сколько угодно можно говорить халва, от этого слаще не будет. Нужны масштабные инвестиции в электроэнергетику. Для этого нужны изменения в законодательство, которым мы сегодня располагаем. Если кто-то знает отдельный эффективный путь развития Республики Абхазии в этой части, пусть скажут, как это сделать собственными средствами, параметры которых были названы. Уважаемый Аслан Георгиевич, финансовое обеспечение мероприятий инвестпрограммы в прошедшем году сложилось следующим образом. Там приходилось завершать объекты 17, 18, 19 годов, 20, 22. Это 24 мероприятия. Инвестпрограмма 17, 19, 4 мероприятия. И по инвестпрограмме 2022 20. На эти цели поступил 1 миллиард 550 миллионов рублей. Остаток на сегодняшнее утро составляет 275 миллионов рублей. Думаю, что мы сможем за короткое время довести ряд объектов важных, в том числе полигон Кацикыт и другие объекты менее значения, до логического завершения. Таким образом, исполнение госбюджета за 2022 год по расходам составило 13 миллиардов 328 миллионов при установленных назначениях в 13 миллиардов 981 миллион. Исполнение республиканского бюджета 10 миллиардов 438 при установленных значениях в 10 миллиардов 996. Необходимо пояснение, я это сделаю, неполного исполнения по расходам бюджета в обоих уровнях это 4,7% и 5,1%. Что на это повлияло? На это повлияло по разделу общегосударственные расходы, недофинансирование 53 миллиона. Экономия сложилась в результате оплаты расходов по факту и объемом нераспределенных финансовых средств российской финансовой помощи. По разделу нацбезопасность 93,3 это было обусловлено наличием остатков средств Российской Федерации, которые должны были пойти на ИКЦ, как мы называем, и денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел в соответствии со штатным расписанием, там большой некомплект. По разделу национальная экономика исполнение составило 2 миллиарда 784, экономия была в 298 миллионов. Это неосвоение остатков российской финансовой помощи в сумме 200 миллионов, о чем мы вам докладывали отдельно. Эта сумма перераспределена решением Российско-Абхазской межправкомиссии, а также оплатой фактически выполненных работ и услуг. Только лишь такие же небольшие цифры по разделу образования, по разделу здравоохранения, абсолютно крошечные. 1,2, 1,8, 2 и 1. Это не означает, что у нас была возможность
расходы сделать, мы их не сделали. Они просто оказались к этому времени не необходимыми. Таким образом, неполное освоение средств по расходам госбюджета в сумме 577 миллионов над предусмотренными бюджетными назначениями обосновывается наличием остатков российской финансовой помощи, оптимизацией штатной численности сотрудников, фактической потребностью по работам по линии инвестпрограммы и из фактически выполненных работ, объемов и услуг. Это непредставленные документы на 148 миллионов рублей. Как только документы будут представлены, подтверждены, мы готовы эти расходы сделать. Важно отметить исполнение гособязательств в социальной сфере. Прошлый год показал, помимо запланированных бюджетных расходов на социальную политику, информирую вас о том, что все поручения президента, связанные с незапланированной организацией и оплатой ремонтно-восстановительных работ социального назначения, оказанием финансовой помощи гражданам по оплате обучения, лечения, возмещения ущерба, нанесенного стихийными бедствиями, выполнены правительством в полном объеме. Мы готовы отдельно доложить по каждому объекту, среди которых есть переходящие, как, например, музей Лакоба. То, что мы планировали сделать в 2022 году, все сделано. Внутренние общестроительные работы. Вчера заменили оконные блоки. Остаются мероприятия, которые будут связаны уже с оформлением внутренней оснасткой. Может быть, это будет 1 032 000. Мы будем докладывать вам отдельно, из каких средств это сделать. Для этого у нас есть резерв правительства, для этого есть так называемый титульный список, но этот объект будет завершен. И в том числе другие объекты, Александр Георгиевич, я не думаю, что это будет лишним, если скажу, что музыкальное училище, все поручения, которые вы давали, мы сделали, строители. Конечно, сейчас такой контраст в той части, где работы выполнили, где их нет. Две большие разницы, как говорят, но мы будем думать в этом году, какими мерами попытаться эти работы продолжить. То же самое мы сделали в Музее боевой славы, то же самое мы сделали в Музее Гулия. Работы проводились очень важные в Новом Афоне. В начале работ вы были на этом месте. Это тяжелейший оползень, тяжелейший язык, который могут унести вниз нашу железную дорогу и подстанцию. Во всяком случае, на время этот оползень остановлен. Там вот мы наблюдаем, рэперы стоят, пока все в порядке. Такие же работы проводились на Псову, там финансово емкий объект, 30 миллионов. Главную работу мы сделали. Сейчас техника выходит в верхнюю часть, были обращения граждан. При паводках Псову позволяет себе в год один раз выходить из берегов. Есть опасность вообще, что она смоет дорогу, она уже это делала один раз. Посевные площади в перспективе будут под угрозой. И вот оставшиеся 10 миллионов, 10-12 миллионов мы используем на эти работы. Сумму не могу не назвать. В 2022 году по вашим поручениям из резервного фонда осуществлено финансирование на 141 миллион этих объектов. Якобы, внешне, если посмотреть, они небольшие, но имеют высокое значение. И эти работы, оставшиеся, мы завершим. Более того, будем просить вас поддержать два проекта в Ачамчирском районе, которые связаны с важной сферой. В Ачамчирском районе нет полноценной музыкальной школы. Мы когда-то планировали там сделать школу искусств. Сейчас строители проектируют этот важный объект. И хореографический зал для известного коллектива «Эрцах». Это тоже будет в рамках наших собственных расходов. И мы считаем, что эти объекты надо будет обязательно хотя бы в течение 2 лет реализовать. Много обращений есть по этому году в том числе уже. Не могу не назвать эту цифру тоже, Аслан Георгиевич. Ваши поручения, обращения депутатов парламента, глав администрации, наших граждан
на сегодняшнее утро это 404 обращения, 404 просьбы, 404 поручения. Суммарно это составляет примерно 4 миллиарда рублей. Я это к тому, что руководство Абхазии заботится этими проблемами или нет. Конечно, заботится. Уже осмечено более половины, но суммы, как вы слышите, огромные. Но в любом случае каждая копейка пойдет в работу по проведению консультаций с депутатским корпусом. Я уже говорил, что много писем депутатов, они актуальные. Это те письма, те обращения, ваши поручения, которые надо исполнять сегодня немедленно. Следующее. По вашим распоряжениям поддержку получили 1390 граждан нашей республики. Суммарно это 90 миллионов 790 тысяч. 17 миллионов 654 тысячи направлено на обучение в вузах наших граждан. Всего из резервного фонда президента и по решениям правительства оказана помощь 1924 гражданам на сумму 223 миллиона. Я это к тому, что руководство Абхазии не думает о своих гражданах, не заботится о них, безразлично относится. Цифры говорят об обратном. Плохо то, что мы не умеем об этом часто и системно говорить. Вот это наш недостаток, который мы, несомненно, признаем. В соответствии с вашими поручениями реализован ряд важных мер. Я вскользь могу, чтобы не занимать время, сказать о них. Подписано межправсоглашение о содействии с Российской Федерацией в реализации программы социально-экономического развития 21-25. Это соглашение предусматривает значительные мероприятия, как софинансирование, расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, развитие отраслей экономики за счет оказания мер господдержки, в том числе в сельском хозяйстве, в туризме, в перерабатывающей промышленности. В соответствии с данной программой должны быть достигнуты следующие показатели. Повышение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы до 20 тысяч рублей. В 2022 году это равнялось 15 тысячам. Заработная плата в целом по экономике должна вырасти до 20 тысяч рублей. Эти меры позволят достичь роста зарплаты и одновременно увеличить поступление в бюджет подоходного налога и отчисления в социальные фонды. Несколько слов об инициированных вами проектах, имеющих особое значение для республики. Исходя из ключевой важности реализации проекта газификации, в развитии вашей инициативы и соответствующих поручений в короткие сроки совместно с российскими партнерами была разработана и представлена генеральная схема газификации республики. Возможно, я говорю возможно, потому что приходится оглядываться, что не скажешь, все плохо. Реализация этого проекта призвана коренным образом изменить ситуацию с энергообеспечением и экономики страны и населения в целом. Таким же приоритетным является выполнение поручения президента по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией. Констатируем, что разработка проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации международного аэропорта Сухум находится на стадии завершения и в феврале будет направлена на госэкспертизу. Кроме того, в целях активизации социально-экономического развития, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, считаем необходимым принятие законопроекта о регулировании деятельности по строительству апарт-отелей. Как показывает международная практика, опыт Российской Федерации, строительство и последующая возможность приобретения апартаментов для личного пользования окажет значительный экономический эффект и будет стимулировать развитие туристической отрасли. Одно из важных направлений развития этого бизнеса – использование неосвоенных территорий, а также необходимое создание либо развитие соответствующей энергетической, инженерной, жилой, транспортной инфраструктуры, в том числе за счет средств инвесторов. Александр Георгиевич, предполагаю, какие будут комментарии о том, что вот опять собрались продавать жилье. Немного истории. Этих цифр нет
уважаемых коллег, которые здесь находятся, как мы относились к собственности все послевоенные годы. Мы продавали жилье или не продавали? Только по доверенностям, как говорится, генеральным доверенностям, за все послевоенные годы. Это так, плюс-минус 5%. Город Сухум отдано в управление 2218 единиц жилья. Сухумский район 140, Куйрипский район 291, Гудаутский район 592, Гагрский район 2031 жилье, Ачамчирский район 294, Тхварчал 17, Гал 5. Суммарно это 5863 объекта, которые находятся в пользовании, распоряжении по доверенностям у иностранных граждан. Это все сделано нами, нашими нотариусами, нашими гражданами, я себя имею в виду прежде всего, говоря об этом. Вот это предварительный ответ на будущие комментарии. Не говоря о домашних сделках, число которых сотни по всей Абхазии. О работе Кабмина по подготовке законопроектов. За прошедший год по вашему поручению мы разработали и представили 41 законопроект, который регламентирует бюджетную сферу, основы социального обслуживания граждан, экспортный контроль, исполнительное судопроизводство, внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, о судопроизводстве, проект Таможенного кодекса, закон о введении в действие Таможенного кодекса, подготовлены изменения в закон об инвестиционной деятельности. Принят разработанный правительством закон о стратегическом планировании, подготовлены и внесены важные изменения в законодательство о статистической деятельности, требования которых должны обеспечить формирование полноценной отчетности. Вы об этом неоднократно говорили, делали абсолютно объективные замечания. Разработан и принят законодательный акт, определяющий размер минимальной заработной платы для внебюджетной сферы в размере 10 тысяч рублей и ряд других важных документов. Ведется активная работа по подготовке подзаконных актов. Уважаемый Аслан Георгиевич, члены правительства, руководители центральных органов власти, госпредприятий, фондов готовы доложить о результатах деятельности руководимых ими ведомств. У меня все. Спасибо. Я хотел бы обратить внимание присутствующих на один очень важный вопрос. Вы в своем докладе это не упомянули. Мероприятие связано с повышением мобилизационной готовности. Я специально это не сделал, Да. потому что... В той части, насколько это возможно, понимаете, коротко, буквально 2-3 предложениями. Расскажите о том, что работа идет в плановом режиме, так? На основании ваших поручений, согласие вами, значит, все порученные, значит, в полном объеме, значит, будет выполнено. Спасибо. Хотел бы напомнить присутствующим и хотел бы обратить внимание наших граждан. Вопрос обеспечения военной безопасности, он очень важен, и руководство страны предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы в этом направлении у нас все было закрыто твердо и прочно. Работы много, она идет. Государство изыскало возможности, обещало поддержку нам и бизнес-сообщества. Мы рассчитываем на то, что заявленные нами цели в этом плане будут достигнуты. На что хотел бы обратить внимание присутствующих. Из доклада премьер-министра и по тем материалам, которыми вы все располагаете, видно, что коллектив Министерства по налогам и сборам, личный состав Государственного таможенного комитета добросовестно поработали
и эта работа дала соответствующие результаты. Мы сегодня говорим о том, что нам удалось сделать, и мы должны сегодня, наверное, это будет правильно, обеспечить, не обеспечить, а обратить внимание на те вопросы, которые решить нам не удалось, и на эту тему тоже надо поговорить, как мы их будем решать. Буквально 2-3 минуты. Вопрос, связанный с обеспечением страны электроэнергией. Коротко. Немногие знают выдержки из дорожной карты, почему мы хотим взять кредит, что нам дает кредит, и для чего мы хотим установить счетчики и так далее. Расскажите, Кристина Константиновна. Уважаемый Аслан Георгиевич, в соответствии с вашими поручениями о стабилизации ситуации в энергетической отрасли, в период 2021-2022 год реализовывалась дорожная карта. Как все присутствующие, в принципе, знают, достаточно широко освещалась эта информация. Дорожная карта предусматривает ряд серьезных мероприятий, которые направлены на стабилизацию ситуации. В первую очередь, это изменение тарифной политики, которая должна обеспечить финансовую стабильность компаний и, соответственно, повышение уровня собираемости. Далее, это, конечно, вопросы, связанные с обеспечением налаживания системы, полноценной системы коммерческого учета потребляемой электроэнергии. Как вы знаете, эта система фактически в республике отсутствовала, за небольшим исключением. В один период счетчики в республике устанавливались, и реализация такой программы позволяла рассчитывать на повышение уровня собираемости. Там, где стояли приборы учета, уровень собираемости составлял более 90%. Соответственно, в рамках дорожной карты предусматривается приобретение и установка порядка 70 с лишним тысяч приборов учета. На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета в течение 2 лет реализовывалась данная программа, и в этом году, как подчеркнул Александр Золотинскович, предусмотрено приобретение этих приборов учета. Однако для реализации полноценно этой программы собственных средств республики и бюджетных, и средств компаний, конечно, недостаточно. Что нам даст реализация данной программы? Она позволит увеличить доходы компании на несколько миллиардов рублей. Это позволит проводить нормальный, полноценный режим эксплуатации объектов, профилактику и в последующем модернизацию. Конечно, провести все мероприятия по модернизации и реновации сетей за счет средств компаний не удастся, но стабилизировать ситуацию, конечно, это позволит. Также было отмечено об изменении законодательства, я не буду повторяться. Это мероприятие, безусловно, стратегически является важным, и привлечение инвестиций, конечно, позволит развивать отрасль в целом. Теперь, что касается непосредственно обеспечения электроэнергии Республики Абхазия. Как вы знаете, в 2022 году в рамках социальной поставки был покрыт дефицит электроэнергии из Российской Федерации в объеме более 900 миллионов рублей. Данная поставка... 900 миллионов киловатт-часов. Ой, 900 миллионов киловатт-часов, простите. Данная поставка была осуществлена в рамках поддержки гуманитарной Российской Федерации. Республика Абхазия за данную поставку расходов не несет. В соответствии с вашим поручением, при вашей поддержке также была достигнута договоренность в декабре в рамках 19-го заседания Межправительственной комиссии о показании Республики помощи также в 2023 году на покрытие дефицита в объеме 600 миллионов киловатт-часов. Но, как вы знаете, в связи с тем, что данный объем не позволяет полностью покрыть дефицит, в республике, конечно, на данное время введены ограничения. Мы создавали в свое время комиссии, они были в районах, по противодействию незаконной добыче криптовалюты. Хотел бы отметить, что в последнее время, как это мне представляется, комиссии работают не на должном уровне. Проблему мы пытались решить. Большие фермы, большое количество больших ферм, деятельность их была приостановлена. Сейчас огромное количество аппаратов находится у населения, по 5, по 10 штук в домах, и это усложняет нашу работу. Сейчас здесь даю поручение еще раз. Кристина Константиновна, министр внутренних дел, главы районов,
придать импульс этой работе. Небольшой пример, для того, чтобы вы понимали. Вот если в доме, в домохозяйстве стоит всего 5 аппаратов, которые потребляют 2,5 киловатт-часов, если все это помножить на 365 дней, то годовое потребление 109 тысяч киловатт-часов. По нашему тарифу, по рубль 30, это 142 тысячи рублей. А по тому тарифу, который существует в России, если бы мы за него платили, это 350 тысяч рублей. Таких аппаратов около 50 тысяч в Абхазии, по нашим данным. И фактически вот эти люди, которые содержат у себя дома вот эти аппараты, обкрадывают фактически страну на 500 миллиарда рублей. Это объективная информация. Я понимаю, что многие закрывают глаза, сосед на соседа доносить информацию не будет, но объективная картина такая. Вот стоимость вот этой безобидной штуки, 5 аппаратов, у нас было в начале 22 года, правоохранители работали, и у одного известного человека там, ну что, говорит, 5-6 аппаратов, это можно. Вот что такое 5-6 аппаратов. В целом в масштабах страны это примерно 500 миллионов киловатт-часов. Поэтому работу надо будет продолжить. Надо изыскивать возможности. Я не вижу, наверное, нет смысла сейчас обращаться к этим людям, которые дома эти аппараты содержат, потому что они нас не услышат. Но хотя бы, если бы у значительной части этих людей ответственность была бы проявлена в зимний период, когда кто-то мерзнет. Сейчас отключения в феврале могут быть еще и потому, что будут перегрузы, потому что будет холодно. Если вот эти люди услышали бы то, о чем мы сегодня говорим, это было бы решением, частичным решением данной проблемы. Но, видимо, метод убеждения у нас, да, впрочем, как и везде, не работает. Метод принуждения. Исходную информацию по фидерам, на которые надо обратить внимание, надо подготовить и отдать правоохранителям, с тем, чтобы правоохранители усилили работу. Это очень важно. Теперь, так, чтобы было понятно в рамках Министерства экономики. Ну, в этом году в плане реализации инвестпрограммы ситуация лучше, чем в прошлом и позапрошлом году. И все равно в какой-то степени не реализована инвестпрограмма. Так? Иван Георгиевич, да, фактически остаток составляет непосредственно по 22-му 238, а если учитывать остатки прошлых лет, в том числе экономию, там, соответственно, порядка 270. Но, как вы знаете, я информировала, у нас в конце года фактически было решение сопредседателей об увеличении лимита Я на помню, 200 миллионов рублей, да, которые добавили. Да. Но я сейчас не об этом. Вот мы с вами как-то были у вице-премьера правительства России, просили увеличить нам объемы инвестпрограмм. И он задал для меня неожиданный вопрос, а насколько вы реализовали то, что у вас есть? И нам слегка пришлось покраснеть. Задача была поставлена выполнить инвестпрограмму к 30 ноября. Тимур, так же, правильно? Слушайте, присутствующие здесь имеют возможность трезво анализировать ситуацию. Да, динамика есть положительная, но ее недостаточно. Такие деньги вы должны научиться осваивать очень быстро. В качестве примера могу вам сказать, что инвестор по фамилии Сеченава, один инвестор по фамилии Сеченава, строительно-монтажных и восстановительных работ проводит больше, чем на 1 миллиард рублей в год. А наше государство, значит, вокруг этого мы не можем, надо покопаться, в чем причина. Давайте так сделаем так, чтобы по отдельным причинам отдельные руководители понимали, о чем идет речь. Да, и выводы, чтобы были сделаны. Это очень мало. С учетом того, сколько денег должно быть инвестировано в нашу страну, вложено в развитие самых разных отраслей экономики, ну что такое освоение 1 миллиарда? Надо научиться это делать очень быстро.
Что касается вопросов, связанных с деятельностью Министерства внутренних дел, это то, что сегодня волнует нашу общественность. Вальтер Сергеевич, обозначились такие тенденции Министерства внутренних дел по тому отчету, который вы подготовили. Я внимательно отчет изучил, сравнительный анализ с 2021 годом, и у нас появились тревожные нотки. Так или не так? Практически по всем направлениям. Коротко доложите нам причины этого и что вы намерены сделать. Доложите об этом, чтобы наша общественность знала, какие меры принимаются. Ну, подводя итоги прошедшего года, можно сказать, что реализация комплексных организационных и практических мероприятий во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и иными ведомствами, значит, в целом контроль над оперативной обстановкой в стране сохранен. Однако есть тревожные направления, где должного результата мы на этом этапе не достигли. Значит, несмотря на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений, это 795 преступлений против 723 за аналогичный период предыдущего года. Необходимо отметить также, что увеличилось и количество раскрытых преступлений. Так, если в 2021 году было раскрыто 629 преступлений, то в 2022 году эта цифра составила 733, что на 104 единицы больше. Динамика тяжких и особо тяжких видов преступлений свидетельствует о нестабильной тенденции роста и снижения. Так, за отчетный период всего совершено 235 тяжких преступлений и 190 особо тяжких преступлений против 234 и 179. Рост раскрываемости вырос 58,7% против 56,4%. Снижение тяжких видов преступлений отмечается практически во всех районах, за исключением Гудаутского района 31 против 29, где Сухума города 79 против 63 и Ачамчирский район 10 против 9. В остальных районах тенденция была в нашу пользу. Уменьшение общего количества преступлений произошло в Гагрском районе 145 против 149, Сухумский район 40 против 48, Гулирыбский район 44 против 61, Ачамчирский район 47 против 53 и Творчельского района 13 против 26. Гальский район незначительно, это 41 против 45. Многим могут сказать, что у нас есть проблемы в регистрации преступлений, но хочу отметить, что тяжкие и особо тяжкие преступления укрыть практически невозможно. У нас очень большая проблема не в регистрации преступлений, в обращении граждан по совершенным преступлениям. Граждане очень плохо взаимодействуют с правоохранительными органами. Более того, практически их деятельность направлена на укрытие некоторых преступлений, в основном имущественного характера. Безусловно, это нам мешает как для определения общей тенденции криминальной среды, так и мешает для должного реагирования по данному направлению, так как без заявления лиц, в отношении которых совершено противоправное деяние, нам очень сложно работать, помимо без заявления, без взаимодействия с ними. Практически работа приходится на нет. И мы изыскиваем возможности взаимодействия с гражданами, в отношении которых совершены противоправные деяния. Однако не всегда это нам дается добиться успеха в этом направлении. Безусловно, я ни в коем случае вину с нас не снимаю, так как, наверное, не на должном уровне доверия к нам, но в этом направлении тоже мы, я вас уверяю, много что делаем. Если по направлениям говорить, то преступления против личности в Абхазии за 12 месяцев 2022 года количество преступлений 32 против 26 за аналогичный период прошлого года. Убийства с покушениями за анализируемый период зарегистрировано 18. При этом все они раскрыты. Вальтер Сергеевич, давайте так. Больше всего общественность беспокоит ситуация, связанная с
нарушением правил дорожного движения, с тем количеством жертв, с которыми мы сталкиваемся. В этом направлении коротко ситуацию доложите. Ситуация в сфере безопасности движения на дорогах республики вызывает, конечно, серьезную тревогу, и уже не первый год. Единственный результат, который по снижению, в целом погрешность была незначительная из года в год. Единственной положительной прям динамикой это был 2021 год, где количество погибших на дороге составляло 42 человека. В этом году, Наибольшее количество людей погибло в каком году? в 2017 году, Сколько? это 86. Вот, абсолютно верно. Была поставлена задача снизить существенным образом количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, погибших. Если в 2021 году по сравнению с 2017 удалось сократить вдвое, мы в 2022 году имеем по сравнению с 2021 годом существенное повышение. Так? Так точно. Ну, Аслан Георгиевич, мы, конечно, я хочу сказать, что мы по количеству выявленных правонарушений, то есть у нас есть там динамика, наращивается темп деятельности правоохранительных органов. Но я думаю, все со мной согласятся, что одними силами правоохранительных органов данную ситуацию не изменить. Мы, безусловно, стараемся сделать все возможное. И я думаю, и общественность, и здесь присутствующие видят, как сотрудники действительно уже работают. Мы не усиливаем службу не вперед, там летний период, как это практиковалось обычно. Они у нас круглый год работают в режиме 50 на 50. У нас есть ряд, конечно, своих проблем. У нас отток кадров происходит в силу того, что у нас нет достаточного финансирования, фонда заработной платы, имею в виду. У нас нагрузка увеличивается. Вот за тот период, который мы отмечаем, когда было 17 Вальтер год... Сергеевич, а что, в прошлом году зарплата была больше у сотрудников? Аслан Георгиевич, я не хочу ни в коем случае себя вину, но в прошлом Я году... не обвиняю вас, мы же разговариваем, люди слышат нас. Я вас не обвиняю, мы говорим, обсуждаем проблему. Значит, прошлый год, это был ковидный, все увеселительные заведения были закрыты, ограничения были введены, также проводились, ограничения были в части свадеб и торжественных мероприятий. Это все, безусловно, сказалось. Люди менее активные были. В этом году у нас прирост только туристов, вот какой мы все знаем, и количество автопарка выросло на сегодняшний день, в отличие относительно 2017 года, о котором мы говорим, вдвое. В тот период было, сегодня автопарк вырос 70 тысяч автомашин в Республике Абхазия зарегистрированных. На тот период, о котором мы говорим, это было 36 тысяч. И более того, личного состава по линии милиции общественной безопасности было в 2 раза больше. Значит, количество у нас шло после 2017 года, сокращался личный состав Министерства внутренних дел. На сегодняшний день он от 1760 по штату против 2600. Практически, значительно мы сократили личный состав в этом направлении. Но это очень сказывается. Нагрузка большая на милицию общественной безопасности. И вот по цифрам, если посмотрим, у нас количество выявленных за прошлый год лиц в состоянии, в нетрезвом состоянии, управляющих автомашинами, составил всего правонарушений 84 340, из них 6509 лиц управляли автомашиной в нетрезвом состоянии. Это в каком году? Это в 2022 году. А в 2021? В 2021 году, значит, мы выявили, там процентов на 30 меньше. Я сейчас, честно сказать... Вот мы с вами недавно эту проблему обсуждали более узким составом. Вы были инициатором ряда предложений Так точно. по усилению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Как у нас дела с этим обстоят? Под председательством Удалось каким-то образом Генеральной взять прокуратуры, работу? под председательством Генеральной прокуратуры, значит, мы рабочую группу создали, значит, внесены ряд поправок
в этом направлении. Значит, одной из поправок – это ужесточение. Значит, если ранее лицо, задержанное за управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии, с первого раза мы не имели возможности лишить его права на управление автотранспортом. На сегодняшнем этапе в этих поправках как раз об этом и говорится. С первого раза лишать и размер штрафа увеличить с 12 тысяч до 50. Значит, вот эту категорию правонарушений мы хотим привести на нет. И еще у нас есть следующая проблема. Мы определяем лицо, управляющее автотранспортом в нетрезвом состоянии, просто как лицо, отказавшееся от освидетельствования, он проходит как лицо, управляющее автотранспортом в нетрезвом состоянии. Но нет разграничений в отношении лиц, употребляющих сильнодействующие наркотические вещества, и в отношении лиц, употребляющих алкоголь. Вот тут тоже мы внесли ряд поправок, просим, значит, мы сторонники того, чтобы лица, употребляющие тяжелые наркотики, были лишены на более длительный срок управления автотранспортом, так как мы понимаем, что это больные, зависимые люди. Если пьянку можно отнести к категории просто отсутствия там сознания в определенное время у человека, что он так себя ведет, но когда лицо употребляет тяжелые наркотики, я думаю, в отношении этих лиц надо меру ужесточить, чтобы вообще прийти к тому, чтобы лица, употребляющие наркотики тяжелые, они не имели возможности управлять автотранспортом. Это приведет как к профилактическим пользу с точки зрения профилактики. Также, наверное, мы и молодежи пошлем некий сигнал, чтобы они понимали, что если они будут склонны к употреблению наркотиков, то в перспективе они никогда за руль не сядут. Это тоже будет неким сдерживающим фактором. Мы с вами вот в этой аудитории на эту тему говорили в августе, кажется, у нас, или в июле, по итогам первого полугодия у нас было совещание, присутствовал начальник управления ГАИ. Тогда уже обозначились, скажем так, плохие тенденции по этой линии. Вот эти инициативы, о которых вы сейчас говорите, они должны были быть в качестве предложения оформлены еще в прошлом году. Не нужно было ждать таких результатов. Отслеживать оперативную обстановку – это одна история. Отслеживать могут ее все. Диванные эксперты могут отслеживать. Формировать ее надо и управлять ее надо. Это имеет отношение ко всем оперативным службам, в том числе и к службе госбезопасности. Оперативную обстановку формируют там, где есть профессиональные коллективы, и управляют ею, а не только отслеживают. Поэтому это тревожная история. Разрешите доложить по начальнику ГАИ. Вчера проводил заслушивание предварительное по итогам года. В силу отсутствия достижения того, что, как его декларировал начальник ГАИ вчера мне доложил, написал заявление об освобождении его от занимаемой должности. На что я хочу ваше внимание обратить. Все познается в сравнении. Мы провели с вами сравнительный анализ. Потенциал у коллектива Министерства внутренних дел есть. Его надо использовать. Наступателей не надо действовать. Граждане нам, властям, порой не доверяют. А когда граждане стоят перед выбором, порой бывает так, они справедливость ищут в других местах. Вот этих других мест не должно быть. Центр силы должен быть один. Так точно. Надо над собой работать, над личным составом. В нашу, скажем так, повседневную жизнь пытаются вбросить разные проблемы извне, криминалитет в том числе. А вы попробуйте разобраться, почему так получилось. Кто содействовал в этом вопросе, в появлении каких-то дополнительных элементов. Не просто же так это произошло, да? Поэтому, Вальтер Сергеевич, вопрос обеспечения общественного правопорядка – наиважнейший вопрос. Эта задача наиважнейшая. Мы с вами еще более обстоятельно на днях поговорим в рамках уже Совбеза. И те меры, которые вы озвучили в качестве возможных мер
по изменению ситуации, мы их реализуем. Но результат должен быть. Не будет результата, значит, будем принимать решения, в том числе и кадровые. Далее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги. В докладе премьер-министра были приведены цифры. Премьер-министр доложил о том, что мы планируем реализовать ряд крупных проектов на территории Абхазии. Я бы хотел вам напомнить одну историю. Это было в 2021 году осенью. Мы с вами говорили о том, что нам необходимо восстанавливать знаковые объекты на территории Абхазии. Просто необходимо восстанавливать. Конечно, в этом плане приоритет мы всегда даем нашим гражданам. Не знаю, многие это видят или нет, но процесс пошел. Медленно, но пошел. Знаковый объект на территории Гудаутского района, более 40 лет, который стоял и не функционировал, он сегодня функционирует благодаря инвесторам. Такой же знаковый объект, который в течение 40 лет стоял в Ачимчирском районе, не функционировал, в этом году, в июне, будет введен в эксплуатацию. Такой же знаковый объект в городе, в Сухуми, это ПВО МВО. Там тоже сегодня полным масштабом идут восстановительные работы. На объекте ПВО этим летом до 1 августа в эксплуатацию будет введено более 300 номеров категории 4+. Это новые рабочие места, это поступление в бюджет и так далее. До конца 2023 года инвестор планирует на этих территориях создать около 1000 номеров категории 4+. Плюс строительство набережной и плюс за его деньги строительство моста через реку Басла. Это к тому, что мы с вами смогли сделать. Еще больше, что мы не смогли сделать. Объекты, которые стоят на набережной. Амра, Абхазия. Появился инвестор, который будет восстанавливать разрушенные гостиницы в районе Эльбруса. Но этим инвесторам нужно помогать. Они, кстати, все этнические абхазы. Им надо помогать, потому что только так, сообща мы можем поменять нашу страну, изменить ситуацию в нашей экономике. У нас планируется круглый стол с участием абхазских бизнесменов, в рамках которого мы будем обсуждать вопросы развития экономики в целом, отдельные проблемы будем озвучивать, и мы должны будем в этом плане оказать полное содействие. Далее, коротко, я бы хотел, чтобы нам сегодня о состоянии дел в туризме рассказал министр по туризму. Очень коротко. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемый Александр Золотинскович, с вашего позволения хотел бы вам доложить, в каком состоянии отрасль сейчас. Прежде хочу сказать, что туризм был, есть и будет важнейшей отраслью Республики Абхазия. На данный момент он переживает достаточно ощутимый рост, в том числе благодаря инвестициям, как вами было уже сказано. Республику Абхазия в 2022 году посетила 1 145 000 человек. Это вместе с однодневными экскурсантами. Это такие данные примерные, правильно? Плюс-минус 10%. Мы использовали, да, мировую практику подсчета. Значит, мы использовали мировую практику подсчетов или создали практику подсчетов, аналогов, которых в мире нет? Скорее всего так, правильно? Ну, над этим я пока миллиона. не работал, Аслан Георгиевич. Да. Нет, это мировая практика. Все как считают везде. К сожалению, Хорошо, Тимурби. она Продолжай. приблизительно везде. Значит, что касается напрямую в местах размещения в Республике Абхазия, работают более 4000 человек. Около 30 000 наших граждан напрямую или косвенно задействованы в туризме. В Республике Абхазия более 39 000 койко-мест. Около 15 000 койко-мест в частном секторе. Это плюсом у 39? Да. 788 мест размещения.
Вот в связи с этим, если вы позволите, я хотел бы привести цифры и на цифрах сказать то, что у нас мы переживаем рост, так называемый прогресс. В сравнении с 2020 годом, если вы позволите, мест размещения было 420. На данный момент их 788. Естественно, за это время не было построено такого количества объектов, но благодаря работе налоговой службы, не без участия работы сотрудников Министерства туризма, были выявлены новые места размещения. Соответственно, и койко-мест стало больше. Если их было 28, стало 39. С 2020 годом мы сравниваем, произошло увеличение коечного фонда на 11 251 место. Поставки на учет введения и эксплуатацию новых объектов, количество средств размещения. 788 объектов с общим фондом 39 323 койко-места. Что хочется еще отметить, большой рост идет в занятости нашего населения. Люди хотят заниматься туризмом, люди хотят строить новые объекты, в том числе и привлекают новые инвестиции. К примеру, могу сказать, за последнее время, если говорить по районам, в Гагринском районе конкретно на строительство и эксплуатацию мест размещения было выделено в Гагринском районе 78 участков. В Гудаутском районе 18 участков, в Гулибском районе 2 участка, в Сухумском 2, в городе Сухум 10 участков. Что особо радует, в Ачамчирском районе 13 участков было выделено на строительство туристических объектов. Я бы еще хотел подчеркнуть рост, если мы сравниваем общество с ограниченной ответственностью, которые занимаются туризмом. Если, например, в Гагринском районе в 2020 году было 58 ООО, в 2022 стало 68. Если в Гудаутском районе было 25, то стало 36. Если в Гулибском районе, если в Ачамчирском районе было 4, там стало 5. Особо хочется отметить активность наших индивидуальных предпринимателей. Также приведу примеры по городам. Город Сухум было 36, стало 83. Гагринский район было 152, стало 362. Гудаутский район было 119, стало 170. Гулибский район было 7, стало 37. Ачамчирский район было 2, стало 15. Сухумский район было 2, стало 9. Безусловно, мы замечаем рост, и это не может нас не радовать. Особо хочется отметить Ачамчирский район, как и было сказано главой государства, на стадии строительства находится новый гостиничный комплекс «Жемчужина», который представляет собой 16-этажное здание и предполагает появление новых 120 рабочих мест. Это очень важно для города, и вместимость будет 400 койко-мест. То же самое происходит в городе Сухум. На стадии строительства находится Сухумская ривьера. Объем инвестиций 185 миллионов рублей. В городе Гагра за 2022 году построено 6 новых объектов. Если в целом говорить, за 2022 год объем инвестиций в Гагринском районе составил 2,7 миллиардов рублей. В городе Гудаута построено 4 новых объекта. В Гулибском районе выделена земля под строительство санаторно-курортного объекта. В городе Ткварчал, что особо радует, ООО «Здоровые нации», радоновый источник на стадии строительства. Проекты, входящие в государственный реестр, которые спонсируются государством. ООО «Сухумская ривьера» 100 миллионов рублей помощи. На Прохолидей 400 миллионов, ТОТУ 148 миллионов, Тамыш заявлено 250, фактически 320 миллионов рублей, Компост 90, а в последующем 205 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в туристическую отрасль за период с 2020 по 2022 год. Я говорю о том, что мы можем посчитать. Естественно, проходят еще частные строительства, частных гостиниц, которые посчитать на данном этапе невозможно. Гагринский район
Значит, Гагринский район в 2022 году, я уже говорил, 2,7 миллиарда рублей. Город Сухум 630 миллионов рублей. Сухумский район 75 миллионов рублей, а Чамчирский район 320. Это то, что уже вложено. Будет вложено еще больше. То есть мы с уверенностью можем сказать, что 6,5 миллиардов инвестиций вложено в туристическую отрасль сегодня в Абхазии. А вы проводили сравнительный анализ такой, хотя бы общий, с городом Сочи? Какие-то цифры у вас есть? На что мы могли бы равняться завтра, послезавтра, в среднесрочной перспективе? Что касается сопредельных территорий, вот вы предлагаете сравнить с Сочи. Ну, во-первых, Сочи меньше Абхазии, но там намного больше коечный фонд. Если в Абхазии 39 тысяч койко-мест, то в городе Сочи 89 тысяч койко-мест. 2600 мест размещения в сравнении с Абхазией. Но нельзя не отметить при данного рода сравнении, что Сочи является крупнейшим транспортным узлом Юга России. Там 5 вокзалов, аэропорт международный, который входит в пятерку крупнейших аэропортов России. И в 2022 году аэропорт Сочи принял рекордное количество 12 миллионов пассажиров. Я к чему говорю? Мы очень ждем и надеемся, что Сухумский аэропорт начнет работать, и это на самом деле качественно изменит не только туристическую индустрию, но и жизнь в Абхазии в целом. Мы надеемся на поддержку наших законодателей. Абхазии необходим новый закон о туризме. Это очень важно. На данном этапе закон, который действует, это закон 2005 года, он просто морально устарел. Вот вы говорили о сравнении с Сочи. Мы такого рода аналогию проводили, и за аналогичный период закон о туризме менялся 4 раза. Это раз. Во-вторых, город Сочи пошел по пути увеличения коечного фонда. Это прежде всего благодаря созданию новых апарт-отелей. Это абсолютно новая современная тенденция, без которой развитие туризма в современной республике невозможно. Также, конечно, в городе Сочи имело огромное значение строительство зимнего курорта, такого как курорт Красная Поляна, и более 60 объектов оздоровительного санаторного комплекса. На данный момент в Абхазии с натяжкой можно сказать, что есть 3 санатория с натяжкой. Так вот, что касается закона, мы будем инициировать и надеемся на сотрудничество с нашим парламентом, и народные избранники нас в этом поддержат. Это очень важно. Если говорить о парламентских связях, также хочу добавить, что в прошлом году, в преддверии приезда сюда председателя Государственной Думы господина Володина, наша делегация была на встрече с 2 вице-спикерами Государственной Думы России, где с нашей стороны министерством было предложено, можно это отнести к разряду просьбы, об изменении закона Российской Федерации о так называемом льготном туризме, тогда, когда граждане России частично за счет средств государства отдыхают только на территории России. Закон действует только так сейчас. Мы попросили внести Абхазию, учитывая общее положение и вообще геополитику в мире, внести Абхазию в реестр тех стран, куда могли бы частично отправлять своих граждан руководство России и частично оплачивать его. Я надеюсь, в дальнейшем также наши народные избранники продолжат эту работу, потому что мы услышали абсолютное понимание со стороны представителей Государственной Думы, и мы надеемся, что это будет сделано, и это на самом деле изменит всю доктрину туризма в Абхазии, особенно что касается межсезонья. Также хотел бы добавить, что Абхазия участвовала и будет участвовать на международной выставке МИД. Это планируется сейчас в 2023 году. Мы уходить оттуда не будем. Есть определенные не только туристические, но и политические цели, почему мы уходить с этой выставки не будем. Дальше я хотел бы сказать, что Министерство туризма в мае месяце готовит
встречу с приглашением более 200 турагентов со всей России. Надеемся, что Абхазия как была, так и будет популярна и востребована для граждан России. На данный момент она занимает лидирующее место для граждан Российской Федерации для посещения. Спасибо за внимание. Спасибо. Как это мне представляется, информацию, которую подготовил министр по туризму, она интересная. Но вы подготовьте документ более развернутый. Мы должны исходить из того, что делается рядом с нами. И лучшее, что есть, перенимать. Я не зря вам сказал о том, если у вас данные, сравнительный анализ с городом Сочи. Ну, посчитайте все. Население города Сочи, территория города Сочи, сколько людей принимают в городе Сочи, сколько мест размещения, каким образом они смогли увеличить, расширить сезон. Дело в том, что Красная Поляна, проект задумывался как зимний курорт, а он стал круглогодичным. За счет чего? Какую роль в этом играют частные инвестиции, спектр услуг? Вот мы в Гагре, не мы, а инвестор, насколько я так понимаю, восстановил балнеологическую поликлинику, или как Да, она на называлась? 36 ванн. Как? На 36 ванн. Когда они запустили этот объект? В прошлом году был запущен. Да. Это пользуется спросом? Это каким-то образом формирует клиентскую базу осенью или зимой? Александр Георгиевич, в советское время это был стратегически важнейшим объектом. Он в летний период времени принимал 1500 человек в сутки, а в зимний 800 человек в сутки, в зиму. И мы надеемся, что данного рода услуга будет пользоваться не только для отдыхающих тех санаториев, кому прикреплен данный объект, но и для всех остальных, и люди будут приезжать к нам в межсезонье. Хорошо. Что касается закона о туризме, идею поддерживаю в форсированном режиме. Готовьте проект и давайте будем его рассматривать, потому что это очень важно. Уважаемые коллеги, буквально 2 слова хотелось бы услышать от министра сельского хозяйства, первого вице-премьера, что у нас делается в этом направлении и как работу аграриев можно было бы увязать с ростом количества гостей, с ростом количества койко-мест, потому что это очень важно, как это мне представляется, чтобы наши гости имели возможность пользоваться дарами нашего сельского хозяйства. Спасибо. Уважаемый Аслан Георгиевич, Александр Золотинский в своем отчете, на отчете правительства указал о том, что главное, что программа сельского хозяйства, его надо продолжать, даже при наличии шероховатости. Я так понял, что шероховатость имелось в виду это поставки в 2021 году крупного рогатого скота из Татарстана. Сегодня в Республике Татарстан наши интересы, интересы Министерства сельского хозяйства представляет Министерство сельского хозяйства Татарстана. Мы буквально на днях оплатили 57 тысяч рублей для того, чтобы оплатить адвокатские услуги, и это будет вопрос решен. Но хочу сказать, что не все то, что пишется в сетях, соответствует действительности. 74 голов крупного рогатого скота было поставлено в Абхазию, из них 14 пало по вине поставщиков. То основное, которое указывают наши участники проекта, это не были зафиксированы, они не являются, так что я мог бы так сказать. Но в то же время мы, хотел бы 2 слова сказать о программе. Сказать, что, конечно, программа не выполняет в полном и неполном объеме, вообще даже и частично развитие сельского хозяйства в Абхазии, это 100 миллионов, не является той суммой для того, чтобы можно было бы как бы вызревать или видеть развитие сельского хозяйства как бы на невооруженным глазом. Но тем не менее, если сейчас вот пройти в коридоры Министерства сельского хозяйства, там стоят каждый день определенное количество наших крестьян не в красивых костюмах, а вот с рабочими руками, потресканными со своими проектами. То есть это значит, что наш проект приняли наши граждане в селе. Это половина населения Абхазии, которое проживает в селе. И мы сам принцип освоения этой программы, Александр Георгиевич, вот
при поддержке премьер-министра является правильным, так как основной принцип – это не выдавая на руки денежных средств, с помощью государственных структур мы все проекты приводим, вот для участников проекта все работы выполняем. Вот если несколько цифр говорить, то в 2022 году из 100 миллионов на растениеводство было освоено 27 миллионов 500 тысяч, на животноводство 16 миллионов, на переработку сельхозпродукции 25,5 миллионов, на приобретение малой механизации 8 и 800, на рыбоводство 2,5, на приобретение химпрепаратов и остальное более 16 миллионов. Александр Сибович, Да. это все понятно. Сейчас вот выступал министр по туризму, и он назвал цифры. Койко-мест у нас около 40 тысяч, в Сочи там около 100. Разница 60 тысяч койко-мест. Если помножить это на 2 миллиона рублей, получается, для того, чтобы у нас было столько койко-мест, как в Сочи, нам в туристической отрасли надо вложить, если я правильно считаю, около 120 миллиардов рублей. Если посмотреть теми землями, которыми мы сегодня располагаем, для того, чтобы по некоторым позициям мы имели товарную продукцию того уровня, как это было в советское время, нам туда нужно вложить десятки миллиардов рублей. 100 миллионов – это хорошо, это понятно, это правильно, это хорошо. Этим мы займемся, это то, что мы можем сегодня вложить 100 миллионов. Нам туда нужно вкладывать миллиарды рублей. Вот в связи с этим я просил бы вас, если в том или ином виде, благодаря нам или стечению обстоятельств, какие-то деньги частные, крупные по нашим меркам пошли в туризм, надо сделать так, чтобы крупные деньги пошли в сельское хозяйство, чтобы инвестиции в сельское хозяйство пришли. Ну, возьмите, какое количество у нас было специализированных цитрусовых хозяйств в советское время, там 10 или 15. Проанализируйте, какого объема продукции они выпускали в свое время. Посмотрите, сколько сейчас они выпускают, и давайте туда подтягивать деньги. Вот что надо делать, мои дорогие друзья. Так или не так, Александр Владимирович? И над этим надо думать. То, что 100 миллионов мы вложили в прошлом и в этом году, а до этого вкладывали 10 миллионов, это, конечно, хорошо. Лучше в 10 раз, чем было. Но это очень мало. Вот такое развитие нам нужно. Вот так вот надо действовать, мне так представляется. Число мандарин уменьшилось в 2,5 раза. Хотя бы так, в 2,5 раза. А что, сложно посчитать, сколько нужно? Я знаю людей, которые хотят инвестировать в эту культуру деньги, если мы им создадим условия. Понятно, что у нас земли все заняты, другое дело, что они не обрабатываются. Но каким-то образом процесс идет в том смысле, что эти земли в том или ином виде через правовые механизмы и иные механизмы оказываются в эффективных руках. Это пример вот этих объектов, которые строятся. Это надо переложить и на сельское хозяйство, безусловно. Так надо думать. Вот сегодня мы на этом совещании, скромные такие цифры, может быть, они и новые, раньше их не было, но скромные цифры по привлечению инвестиций. По итогам, 2021 года, только за один год Татарстан, богатая республика, в свою экономику привлек 500 миллиардов рублей. За один год. По 2022 году у них показатели были под 600. Это целевые показатели, к которым они должны прийти. И они этим занимаются. А нам куда вкладывать? Это в туризм, это в сельское хозяйство, это в транспорт, в энергетику, в IT-технологии, возможно. Вот как надо мыслить, мне так кажется. То, что мы какие-то работы выполняем, это, конечно, хорошо, этого мало. А если мы сегодня проанализируем, чем питаются наши гости, вот эту корзину взять, изучить, я думаю, что наша продукция там будет процентов, наверное, 20-25 максимум. Ну, давайте об этом подумаем. Вот это надо изучить, в этом ключе надо действовать. Если говорить об туристической деятельности, конечно, в домах отдыха так и есть корзина питания для отдыхающих, но на рынке у нас каждый год
увеличивается количество продукции сельскохозяйственного производства нашей, местной. И сегодня она уже почти половина продукции составляет наша. Но я хотел бы сказать, я понимаю, Аслан Георгиевич, все правильно говорит, и мы с вашей помощью, и вы на своем уровне каждый раз к нам вот как бы людей, инвесторов предлагаете, которым но сельское хозяйство все-таки это один из таких более рискованных видов Да, но это коммерческой хорошо, деятельности. что Да. мы рискуем не государственными Да, деньгами, а чужими, нет, это ж плюс. но я почему это говорю? Я хочу сказать, что очень тяжело привлекать именно в крупных объектах, крупные вложения со стороны инвесторов в сельское хозяйство. Мы же Но, договорились тем не с вами, менее, что слово «тяжело» мы не употребляем. Да, но тем Тут у не нас менее, это соискатели есть, которые говорят, что они очень быстро сделают. Что значит тяжело? Ну, если рядом с нами кто-то это сделал, или такие примеры у нас есть, тяжело, непросто, конечно, но задачи надо перед собой такие ставить. Конкретные задачи каждый день, каждый год, целевые показатели, мы должны это сделать. Если мы начнем этим заниматься постоянно, об этом будем говорить, результаты будут. Все это сдвинется. Ну, для начала сделайте анализ, сколько производилось у нас цитрусовых, в каком хозяйстве находятся эти совхозы бывшие, сколько они сейчас там производят, эти же земли никуда не делись. Они есть, и мы знаем и цифры, сколько залежей, которые недавно обрабатывались, и сколько свободных территорий, земель. Мы недавно с районным руководством определяли эти цифры, они нам представили, и те, которые были под чайными плантациями. Эти цифры мы готовим именно для инвесторов, пакет документов у нас практически он есть. Они есть, инвесторы, пока на стадии переговоров, конечно. Хорошо, да. тогда у меня вопрос такой, если у вас такие цифры есть по одному району, для того, чтобы выйти на тот уровень товарной продукции, который был в Советском Союзе по мандаринам, сколько денег нужно вложить в Очимчирский район? Сколько нужно земель восстановить? Нет таких цифр, Беслан. Ну, не есть ищи. в общем по республике, почему не есть? И у нас около 12 тысяч гектаров под мандарины были. Сегодня у нас всего 7 тысяч гектаров в частном секторе и 1390 в общественном секторе. Вот разница, которую надо восстанавливать. Сколько? Вот около 18 тысяч гектаров мы сегодня можем представить именно под цитрусы, где они реанимировались, то есть где они были, росли. А если бы иметь в виду и чайные 18 плантации, тысяч которые- гектаров? Да, сегодня можем представить 40 тысяч гектаров, мы можем по всей Абхазии представить. 18 я говорю в Ачимчирском районе. 18 тысяч гектаров в Очимчирском районе под цитрусовые? Да, почему нельзя? У нас есть, они были. А были они столько? Конечно. Да. Сколько было все вместе? По цитрусовой. На круг средний перед развалом Советского Союза это примерно 110-120 тысяч тонн. А гектаров сколько было? Второй назвал, это правильная цифра. Приусадебные Ну, участки, дай Бог, чтобы я ошибался. Я не- приусадебные участки вот только по данным 16 тысяч гектаров сегодня вот есть. И по многолетним насаждениям 18 тысяч гектаров. Это по Абхазии есть, которые сегодня есть. А у нас залежи только 30 тысяч гектаров. Это те, которые обрабатывались. Залежи это, которые недавно обрабатывались и сейчас находятся, не используются. Хорошо. Тогда руководители районов все находятся здесь и городов. Вместе с ними принесите, значит, уже подготовьте проекты, куда можно вкладывать инвесторам деньги. В какие совхозы, сколько надо и так далее. А мы Они людей были у нас. таких будем подыскивать вместе. Хорошо? Это же хорошая история, правильно? Нам надо это делать. Да, Ну, конечно. если мы будем вкладывать, исходя из наших возможностей, в сельское хозяйство в этом году 100 миллионов, в будущем 200, через Ну, 2 это- года это из 300, собственных это, бюджетов. конечно, хорошо, но это очень мало. Это мы имеем в виду о том, что мы привлекаем из собственных бюджетов. Хорошо. Уважаемые коллеги, конечно же, вопросы социальной сферы – это здравоохранение, образование, культура – это важнейшее направление деятельности. И я бы хотел, чтобы отраслевые министры нам коротко рассказали, что делается в этом направлении. Хотел бы слово предоставить министру просвещения. Сверсул шот юниски юбит ашукс царашукс топ уже макяна
Кучарала и Харкушит, аяра чуцква, кучара дуква. Ой, вчера думаю, нас харах шарахта бора. Сарасах шарала, Фергиш Гуадна Гарасахарста Хуб. Рабхет закуна яла галет хара царат процесс. А квалификация Айзер Хараза, Жларбжал Рапи, Адзен Пе школ, Ашук Сарцеве. Убре проектала Халагет Цепх. Цепх пяшук осталось, январас. Ай, Ашук. Пшимш Ялагдена Юнивюк Развитша Заманака, Урастулан Пяхзайт. Шаве? Юнивюк. Калининград, Камчатка, он за Випши регион. Иреха за эту арцеша. Я и разгахазал, и рядша убрай наваргалана, урастул по зигпи, а это слабракна, а я и разгахаз. Дарах за аргит, ей выпшим методика ква, автор знейший ква, ей хазым юпергит, ханеви жаба, мастер-класс ква. Барта Матар Корыла, математика, аурус бисфе литературы, химия, физика, информатика, турах. Я лохон фижиюка ниряхана арцуитшап снынпи. Сынпеги убре проект я цахцот, жабран мзз убре проект юнтны мипахгот. Уядаги исуярста хоп цепх рабхет закну халахон урастпилот пяцар академии ми перго форумка. Ассамблея кое. Уборт аусме бекутуква я лагдзаны яц ахют напац ахют хаусы уцевера аплан хашукса равнецха. Уядаги имя пахгет а семинар практикум аллогопед шерза. Второе хоть бахча кварча школа кварчу брюза проблема и черцует, а хочка цкя инзим чавю, быстрее цкя не разумею бреза, а квалификация айзера раза, а брюза хархарта чуц, а бжахкет хачуп. Я разумею пылгет, и рехадзу квалификация змо Юрченко Марина Александровна Пха. Я лохон южюк, а логопед шапсна хензенадзадзу. Уядаги халохон акт пижларбжарат ассамблея. Урастул академия, что? Пснахинкар цара министра Хатипу Ад Алексей Пхаквартиле Авилуман дерзапхета доклад. Ва я сгуалтет харазнейший кое хархарта кое хамо. Халагит у брюза усицура урастул академии Пснахинкар цара беспят политики министра цепх инеркана. Уядаги ужаска апхан ялагзана нан хамзаза гаграк лакечи ми пахкит апханпи жиларбжарат пе школ ашук сарцевю. Уагер арцевича и герпсершит и гецарадер арцет реквалификация издрахайт и хамана хархартаку школ гронзетпи ацара алагарт ацара а филология математика биология химия. Ваяла хон хюк и нерехана арцевича, абсна хензенадзадзу. Ужаска, октябрь МЗЗ, имя пахгет, джутсо программа, а хоть бахча курза, дарарна пахкаче, арцевича рза, квалификация айзер хараза, программа про детей ахцуб. Ваяла хон адзевича, и джутсо азнейшо куахуча. И царача убрая бжахкот сынпаги ирхата программа шуксики бшаки и так зена и мипах грахтахоп. Иначе харстахоп пснахинткар позаминистр ябжигарала немипах гет сынпа юмзяла гдзена. Находится Кавказпе федерал университет Харе. Иду проект квалификация айзер хараза. И вдруг коллега че гялохон издрует и вебшем министр че дар коллега че гялохон. Зигицу цозер ханеви випшюк абснухен карат университет развития гялохон. И вижафюк а наука усуича. Юнивижавюк экономика сектор специалистча. Пшифюк пшиневижавюк развития.
ҩышәи хынҩышәԥшьҩык ҳәынҭқарратә усзуҩцәа. Сынтәагьы Александр Золотински-иԥа иаҵаҩхьеит ашәҟәы, иҳашьҭит ԥыза-министр Мишустин иахь ашәҟәы, аҳәара ҟаҳҵеит сынтәагьы убри апрограмма ацҵаразы, иҳарҭбаауеит иеиуеиԥшым ахарҭақәагьы сынтәагьы инаҳагӡоит. Ҭабуп ҳәа сҳәар сҭахуп Аԥсны Ҳәынҭқарра Ахадара ацхыраара иаҟанаҵаз, насгьы Урыстәылатәи анапхгара ацхыраара иҳарҭаз иааҳгеит ҵыԥх иалагӡаны арҵагатә шәҟәқәа. Зегьы ицуҵозар актәи абжьбатәи классқәа рзы иааган шәи хынҩажәиак нызқь цыра арҵагатә литература, ҩыбжь маҭәарқәа рыла аҭоурых уҳәа, аурыс бызшәа литература, англыз бызшәа, математика, география. Шаҟа жәгьы ашәҟәқәа Зегьы ицуҵаз ҩ-етапк рыла иааган шәи ԥшьынҩажәи жәохә нызқь цыра. Ахә изыԥсааз уи ашәҟәқәа. Зегьы ицуҵозар иалҵуеит ԥшьынҩажәи хәба миллион мааҭ инареиҳаны. Ари цхыраара ҳасабланы иҳауит Урыстәылантәи усоума? Ари цхыраара ҳасабланы иҳауит ари аус, убас иӡбахьеит, сынтәагьы ахԥатәи етап ҳазыԥшуп, аабатәи ажәбатәи классқәа рзы ҳазыԥшуп арҵагатә шәҟәқәа. Ӡгәыӷуеит ҳарҵаратә система арҿыцраҿы ари лҵшәа ду анаҭоит. Уи адагьы Абас амҽха дуны ашәҟәқәа уажәраанӡа ианбаҳаухьаз? Аибашьра ашьҭахь алнаӡац уи здыруеит. Уи адагьы ҳара ҳамчқәа рыла иҭҳажьит ижәи-жәиԥшь нызқь цыра арҵагатә литература ҳара иҭҳажьуп ԥсышәалагьы урысшәалагьы. Ҵыԥх иалагӡаны раԥхьаӡа акәны ҳхәыҷқәа ҳашьҭит еицыжәдыруа ателедырраҭарахь умницы и умники. Ҳахҭқәа азма ахәыҷқәа убра? Хҩык аҟан. Ирыжәлақәои? Раԥхьаӡа акәны иҳашьҭит амчԥҳа Анна лакәын, Берула Саид, Ситникова Дарья. Дарья аиааира лгеит, афинал аҟынӡа днеит. Сынтәа Лина иԥҳа Пицундатәи абжьаратә школа номер 1 аушьҭымҭа афинал абжьахь днеихьеит. Иаарласны ижәбоит убри ателедырраҭара адыррагьы шәаҳҭоит. Исҳәар сҭахуп раԥхьаӡа акәны ҵыԥхи ҵыԥхцәеи мҩаԥаҳгац ареспубликатә онлайн диктант аԥсуа бызшәа дырра гәаҭаразы. Раԥхьаӡа акәны телехәаԥшрала иҳашьҭит, уаанӡа онлайн технологиақәа рыла, конференциақәа рыла еизаҳкуан ахәыҷқәа апандемиа аамҭазы аԥхьа инаргыланы, аха уажәы аскьа октиабр мзазы аԥшьбатәи диктант телехәаԥшралагьы иҳашьҭит. Ушьҭа иалахәын бжьшәҩык инареиҳаны ахәыҷқәа, ашкол хәыҷқәа, шәи-жәаҩык ироуит адипломқәа, шәи-жәаҩык аҳаҭыртә шәҟәқәа. Иреихьӡыз аалкааны иҳагеит Аԥсны апарк ахь, Мгәыӡырхә ақыҭаҿы, иранаҳшьеит аҳамҭақәеи аҳаҭыртә шәҟәқәеи. Ирацәан аиааирақәа ҳхәыҷқәа иргаз аспорт аганахь ала. Ари Сириус аҟынӡа дҳамоума ҵара зцоҳәа? Ҳауҳәаруеи несуатәы? Уажәы хыԥхьаӡара иуҳәозар, жәахаҩык топ, IT колледж, жәахаҩык. Жәахаҩык топ. Аҵара шԥарҵоу? Изымҵазгьы ҟалеит, аӡәык-ҩыџьак иҿыц иҭалоит, аха абжеиҳараҩык рхы аус адуланы аҵара рцоит. Уахылаԥшуома, зҿлымҳаума? Ҵыԥхгьы саҟан, ҳаибадырит, срацәажәеит, уа анапхгарагьы ҳрыдыркылеит, иаарласны дыргьаауеит абри ахәаш аҽны. Аиҳазаауеит IT колледж анапхгара, иаҵаҳаиуеит амеморандум дара ҳареи ауниверситети аколлеџь хазы, уи азы абри ахырхарҭа аԥхьа бзианы аҵазҵаарагьы ықәшәыргылеит, раҳзы даара ишԥасҳәари иқәцаракны иҳамоуп. Иуеиԥшым ашколқәа, ахәыҷ-баҳчақәа аргыларатә усқәа ҳахьӡеит. Аԥсны Ҳәынҭқарра аминистрцәа реилазаара, мамзаргьы Аԥсны Ҳәынҭқарра Ахада идҵала, ҳамчқәа зегьы илаҵаны, араионқәагьы налаҵаны, ҩыԥшь ҭыԥ ҟалеит, аусуратә аиҭаҿыцра ахьаҟалаз. Аргылара аума ахәыҷ-баҳча Ашколқәаҿ, ашколқәа, ахәыҷ-баҳчақәа игәаан иналаҵаны. Ижәдыруеит уажәы ааскьа иҿыц аҳараӡа ироуит Аҟәа ақалақь аҩныҵҟа ажәбатәи ашкол. Сентиабр аказы шәаргьы шәааны еицааҳартит убри ахыбраҿыц. Уи ҷыдала ахаҵа ашкол иалгаз дахаҵгылеит, аԥара ишәе. Иашоуп, ахаҵгылара ҟаиҵеит Зибелян Аик, бзоурала убри ашколҿы еиҭа ремонт ҟаҵан. Ҳгәыӷуеит сынтәагьы убри азы усқәа наҳагӡоит. Насгьы автотранспорт ала
автобус ҿыцқәа школқәа аиқәыршәара ҳаҿуп. Ҵыԥх иалагаӡаны автобуск ироуит Тамшьтәи абжьаратә школ, Ҵандрыԥшьтәи абжьаратә школ, Гәдоуҭатәи абжьаратә школ. Уи аҳәынҭқар иганахь алагәӡамызт, уи Аԥсны аҩызцәа Аԥсны аҩызцәа рыцхыраарала, рыбзоурала. рыбзоурала, аи. Уи адагьы ҩ-машьынак роуит Очамчыратәи ашкол-интернат, автомашина Нива, Очамчыратәи ахәыҷбаҳча аӡыхь ироуит минивен Honda. Убыс маҷ-маҷ аҿуп ашколқәа Ари атом классқәа иаадыртыз аус руама? Атом класс аӡбахә мҳәаӡеит. Уигьы сҳәар сылшот. Ҳаҳәада? Хаан иҟамлаӡац уигьы сҳәар сылшот Аслан Георги-иԥа хәкласск атом классқәа Аԥсны иаатит ҵыԥха-ҵыԥхцәа иалагӡаны. Ҵыԥх иалагӡаны ҩыџьара Тамшьтәи абжьаратә школ, Тҟәарчалтәи абжьаратә школ. Аус руо иаартра иаҳартит аха? Џьара-џьара физик дахьҳамам ыҟоуп, иҳәап Тамшьтәи абжьаратә школ убри азҵаара ажәҵараны иқәгылоуп. Аха уигьы ҳашьҭоуп, специалист бзиа даҭахуп абри ашкол, аҩныҵҟа акласс ибзиаӡаны аус аурц. Ари жәлар бжьаратәитә проектуп. Росатом ацхыраарала астанциа, атом станциа ахьоу убри аҩыза акласс аадыртуеит. Ҳара акгьы ҳамамкәа хәыџьара иҳзаадыртит. Убри пату ақәҵаны аԥара дуӡӡа ақәдырӡит, саргьы ацклб шарҭоит, алҵшәа иуроуп. Александр Золотинский, мы, когда с вами формировали правительство, если вы обратили на это внимание, оно частично, существенным образом сформировано из ребят, которые работали в Москве. И потом стали членами нашего правительства. Я вот по такому принципу предоставлю им слово дальше. Андрей Львович, что у вас нового происходит? Безусловно, могу сказать о том, что 2022 год был ознаменован годом существенного переосмысления вопросов, в первую очередь, ведомственного администрирования. И здесь мы продолжили ту тенденцию, которую команда Министерства юстиции по согласованию с вами и руководством правительства наметила. Эта программа, направленная на оптимизацию деятельности как внутреннего администрирования, так и взаимодействия с иными органами государственной власти. В рамках этих представлений, как вам уже известно, нами была проделана работа по созданию определенных программ так называемого ведомственного администрирования, как внутреннего, так и внешнего, целью которых является создание условий оптимизации деятельности процесса работы ведомства. Прежде чем перейти к этим программам, должен вам доложить о том, что у нас есть, и мы были вынуждены реализовать проекты нормотворческой деятельности внутри своего ведомства в связи с тем, что в послевоенный период ряд документов не были приняты, либо пользовались документами старого Советского Союза. К примеру, существенным внесением вот таким вот в работу органов нотариата было создание фундаментальных документов, таких как правила нотариального делопроизводства в Республике Абхазия, это номенклатура дел государственных нотариальных контор и порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках. Но самой большой нашей, на наш взгляд, дипломатической победой, и здесь я не боюсь это сказать, это было принятие инструкции о совершении нотариальных действий, современная инструкция, которая пришла на замену инструкции о совершении нотариальных действий Грузинской ССР 1977 года. То есть очень большой, обширный документ, скажу вам откровенно, мы его разрабатывали год с лишним. Мы привлекли к данной работе наших опытных государственных нотариусов. Большое содействие нам оказал аппарат Кабинета министров в том числе. И вот эта вот совместная работа, мы сначала определили некую базу, потом мы ее направили опытным нотариусам, и в конечном итоге мы приняли документ. И с гордостью выбросили в мусор документ под названием «Инструкция Грузинской ССР 1977 года». Помимо этого, возвращаясь к вопросам документов, электронных документов ведомственного администрирования, Аслан Георгиевич, я вам докладывал о том, что мы создали ряд программ, это там ЕГРИП, ЕГРЮЛ и инструкции, и программа «Запись актов гражданского состояния». Значит, могу похвастаться тем, что эта программа была создана... Нет, здесь я хочу похвастаться тем, что эта программа была создана абхазскими специалистами.
не про нашу работу, а про то, что у нас есть специалисты, которые работают не в Министерстве юстиции, а в других ведомствах, которые абсолютно на патриотическом энтузиазме пришли, встали с нами рядом. Скажу вам откровенно, значит, за 3 программы минимальное коммерческое предложение в Российской Федерации, у меня есть все эти письма, около 5 миллионов. Итого там 3 программы, 15 миллионов рублей. Мы сделали все эти программы, вот эти ребята сделали нам эти программы абсолютно бесплатно. Ну, мы там потратили небольшие суммы денег, в районе 200-300 тысяч рублей на закупку оборудования. Все остальное было сделано ими. Я горжусь такими примерами и такими ребятами, которые без политики, на энтузиазме встали рядом с государственным ведомством. Разумеется, мы это к себе домой не заберем, это все останется в нашей стране. У нас происходит очень серьезный процесс, очень тяжелый процесс, признаюсь, это оцифровка записи актов гражданского состояния. Очень важным, и все это говорят, и будучи кандидатами в президенты, в депутаты, о том, что существенным скачком вперед является создание так называемых многофункциональных центров, центров обращения в одно окно. Мы очень долго движемся методично в этом направлении, делаем это очень скромно, молча и понимаем для себя, что базой создания этого ведомства будет именно оцифровка первичных документов, таких как запись актов гражданского состояния, это рождение, усыновление, там, не дай бог, в конце смерть жизни, это перемена фамилии, нацпринадлежности и так далее. То есть база должна быть именно здесь. Работа очень сложная, мы опять-таки, мы идем по пути, мы не просим бюджетного финансирования, мы пытаемся сэкономить деньги налогоплательщика и привлекаем студентов Абхазского госуниверситета, волонтеры, молодежные организации, в районах нам очень сильно помогают. На сегодняшний день эта программа уже пробно установлена в 3 ЗАГСах нашей страны. Там тоже секретари оказывают содействие. Всего, я вам говорил, около 850 тысяч актовых записей за 100 лет или за последние 86 вместе с церковно-приходскими книгами. Мы все это видим. Мы будем пытаться вести эту работу пока без денег, не привлекая бюджетные средства налогоплательщиков. Когда мы поймем для себя хотя бы полгода-год динамику, то есть какая скорость оцифровки, мы потом уже вам доложим, Аслан Георгиевич, и будем вместе принимать решения. Дальше уже будем думать, может быть, привлечь какие-то дополнительные силы. Отдельно хочу доложить вам, чтобы совсем коротко, я сокращаю свое выступление, хочу доложить вам о работе, проделанной в рамках службы судебных исполнителей Министерства юстиции. Мы на протяжении 2020 года и, не побоюсь этого слова, 2021 года, середины 2021 года, мы думали, как нам преобразовать работу этого структурного подразделения. Почему? Потому что это так называемые, я их с юмором называю незапланированные денежные средства, которые в нужный момент, особенно в такие периоды, как январь, февраль, март, первоквартальные сложные бюджетные периоды, могут оказать существенную поддержку государства на реализацию его функций в коммерческом, в бюджетном смысле этого слова. И мы очень долго думали, как нам перераспределить работу, как вы часто говорите, усиление мер ответственности, такое прямое участие, в том числе и активные действия руководителя службы привели к тому, что, я вам с ранних лет скажу, что 2020 год сумма взыскания, я называю общую сумму, там и физлица, и бюджет, 2020 год 29 миллионов. Это взыскано, и деньги поступили в бюджет государства? Там большая часть бюджет, какая-то часть физлицам, какая-то часть... Это реально взысканная сумма? Да, это реально общая часть взысканных денег. Сколько? 2020 год 29 миллионов рублей. 2021 год мы сделали скачок на 51 миллион рублей. И вы у меня в прошлом году спрашивали, я вам дал слово в 2022 году перевалить за 100 миллионов рублей, но в 2022 году мы перевалили за 200 миллионов рублей. Это 218 миллионов 655 тысяч рублей. Из них, если разбивку для себя, в бюджет Республики Абхазия, то есть прямые поступления в бюджет составили 176 миллионов рублей, а в пользу юридических лиц 25 миллионов рублей, физических лиц 17 миллионов рублей. То есть это определенные денежные средства, которые вошли в количестве 218 миллионов, вошли в так называемый государственный оборот. И, на наш взгляд, это позитивная история. Мы будем продолжать эту тенденцию. С вашего позволения, я пока больше ничего обещать не буду по цифрам. Попробуем удержать эту цифру в следующем году. Вы понимаете, что мы зависим
зависим в том числе от судебных решений. Не могу не сказать большое спасибо руководству Министерства по налогам и сборам, предыдущему руководителю Джансуху Эдуардовичу Нанба, действующему руководителю, который продолжил эту тенденцию. То есть это совместная работа, когда нам стали, ну вот у нас живые дела и живые взыскания, ну вот на сегодняшний день, которые мы оперативно реализовывали. Это такая совместная работа. Не назову пока это победой, но постараемся в следующем году эти цифры удержать и пойти на динамику роста. Жаль, что Джансух Эдуардович мы не пригласили председателя Верховного суда и председателя арбитражного суда на это совещание. Цифры, озвученные министром по работе службы судебных приставов, они свидетельствуют о том, что государство может и должно, там, где это носит законный характер, применять меры принуждения. И они работают. Конечно, за один день ситуацию поменять сложно, но обозначившуюся тенденцию и динамику надо сохранять. Это при поддержке правоохранителей, при поддержке судебных органов власти. Значит, расскажи, как у нас обстоят дела с таким направлением работы, как экспертиза. Там у нас есть проблемы, насколько понимаю, серьезные, правильно? Уважаемый Александр Георгиевич, безусловно, проблемы в этом направлении тоже есть. Как вам известно, подведомственное Министерство юстиции и Институт судебных экспертиз продолжает свою работу. У нас там сложности, как и всегда, как и везде, это финансирование, это кадры, это штаты. Мы тоже очень, там технические вопросы, что крыша течет и так далее, я уже не поднимаю. Значит, основной вопрос для нас, тоже патриотического характера, заключался в том, что при квалификации так называемых экспертов, вот в будущем, чтобы получить статус эксперта, мы были вынуждены реализовывать, подготовку за рубежом в Российской Федерации, это прохождение аттестации там, и эксперты здесь были аттестованы именно вот с российскими документами. Мы взяли на себя смелость, значит, и создали на базе научно-исследовательского института при Министерстве юстиции экспертно-квалификационную комиссию, что само по себе позволило производить аттестацию госсудебных экспертов на право самостоятельного производства судебной экспертизы в Республике Абхазия. Но сразу готово говориться, понятное дело, что для аттестации определенных видов экспертиз, может быть, и у нас недостаточно специалистов, чтобы аттестовать другого специалиста. В этом случае мы реализовываем механизм совместной аттестационной комиссии, когда есть специалисты там, общего профиля нашей страны, и в режиме онлайн мы будем подключать специалистов из Российской Федерации для профильных экспертиз. Значит, важное направление деятельности. Есть у нас проблемы в этом, и надо акцентировать внимание на этом вопросе. Так точно. Во взаимодействии с судами, с Министерством внутренних дел и так далее. На некоторых, не на некоторых, а на большинстве совещаний узким кругом мы проводим с правоохранителями, этот вопрос встает. Так, да, генеральный прокурор? Поэтому давайте, действуйте в этом ключе более активно. Вчера или позавчера большое интервью давал министр здравоохранения, министр финансов, правильно? В связи с этим, если вы не обидитесь, я вам слово представлять не буду. Ваши выступления носили развернутый характер, были информативны. Не буду давать слово министру по налогам и сборам и председателю Государственного таможенного комитета, потому что ваши результаты говорят, они налицо. Надеюсь, никого не обидел. Они налицо, поэтому люди устали. Но тут как бы предела нет совершенству. Работать надо. Память у руководства Абхазии, слава богу, хорошая. Если кому-то кажется, что мы забыли, это только кажется. Поэтому обязательства, которые взяты, поручения, которые розданы, должны быть выполнены. Коротко, пусть проинформирует нас сегодня министр иностранных дел. Коротко, 2-3 минуты. В штатном режиме идет работа наших дипломатических представительств. Особое внимание уделяем сегодня работе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. При поддержке президента принимаются определенные решения. Кроме того, в прошедшем году подписано соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. В этом контексте я хочу отметить, что Республика Абхазия
выполнила внутригосударственные процедуры. Ожидается соответствующая информация от российской стороны буквально в ближайшие недели. Кроме того, с сирийской стороной мы подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, о консультациях. Работаем активно с сирийской стороной с точки зрения расширения наших контактов на Ближнем Востоке. Кроме того, запустили 4-сторонний механизм консультации с Российской Федерацией, Республикой Абхазия, Сирийская Арабская Республика и Республика Южная Осетия. Кроме того, идет работа по линии центра будущей Абхазии на базе посольства Абхазии в России. Там мы поддерживаем наших молодых людей с точки зрения поступления в вузы, ведущие вузы Российской Федерации. В частности, более 60 человек в прошлом году уже поступило. Подписано соглашение с платформой «Россия – страна возможностей», которая занимается поддержкой молодежи в Российской Федерации. В прошлом году запущена работа многофункционального медиацентра МИД Абхазии, выстраиваются контакты с ведущими российскими средствами массовой информации, в том числе имеющими международный охват. Запущена работа Общественного совета МИД Абхазии, где мы работаем с представителями нашей общественности вне зависимости от их политических взглядов. Активно выстраиваются контакты с белорусской стороной и с постоянным комитетом союзного государства России и Беларуси. Также совместно со службой госбезопасности работаем активно по линии НПО. Здесь работа идет в штатном режиме. И также подчеркну, что в прошлом году из важного запущена работа посольства Абхазии в Никарагуа. Спасибо. Спасибо. Коротко, Руслан Таифович, о программе жилища, потому что это интересует людей вокруг данной проблемы разные точки зрения. В целях оказания оперативной, адресной, социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан Республики Абхазия посредством государственного, финансового и организационно-правового содействия приобретении жилья Министерство в 2022 году продолжило работу по реализации целевой государственной программы «Жилище-2022». Присвоение претенденту статуса участника программы осуществлялось в случае, если данное лицо не обладало и не обладает жильем на территории Республики Абхазия и нуждается в предоставлении жилья для постоянного проживания. И определены были категории граждан, которые могут претендовать. Это инвалиды первой группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, многодетные семьи, имеющих 3 и более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, дети оба родителей которых погибли или пропали без вести. Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по программе было рассмотрено 93 заявления. Статус участника программы для предоставления государственной финансовой помощи присвоен 51 заявителям на общую сумму, в общем, 40 миллионов рублей. Из них инвалиды первой группы – это 15 заявителей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид – 19, многодетные семьи – 14 заявителей, семья погибшего – 2 заявителя и 1 круглый сирота. Всего за 3 года реализации жилищной программы было рассмотрено 249 заявлений претендентов на участие в программе. Из них присвоен статус участника программы для предоставления государственной финансовой помощи 154 заявителям на общую сумму 120 миллионов рублей. Финансирование расходов на реализацию программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета. Программа завершена, так как программа среднесрочная, на 3 года была. Но далее мы уже, Кабинет министров одобрил проект программы на следующие 3 года, который направили вам, Аслан Георгиевич. Мы увеличили объемы финансирования в год с 40 миллионов до 60 миллионов, а также мы увеличили размеры финансовой помощи для претендентов с 1 миллиона, потолок мы подняли до 1 миллиона 200 тысяч рублей.
В общем, также мы надеемся, что в следующие 3 года мы охватим большее количество заявителей. Итого, с 20 по настоящее время в рамках реализации данной программы какое количество людей получили жилье? 154 семей получили финансовую помощь на приобретение жилья. Приобрели? Да. 154 семьи. Понятно. Спасибо. И есть несколько семей, которые не успели в конце 2022 года, они перешли, но мы в этом году профинансировали. Список полный есть? Полный список есть, конечно, да. Хорошо, понятно. Уважаемый Аслан Георгиевич, я, с вашего позволения, своего доклада хотел бы отразить часть, связанную с ремонтно-восстановительными работами объектов культуры, которые начались в 2022 году. В своем докладе премьер-министр отметил ряд объектов учреждения культуры, которые носят очень важный характер. Это и историко-мемориальный музей Нестора Аполлоновича Лакоба, и Сухумское государственное музыкальное училище, и Государственный музей боевой славы имени Ардзенба, и музей Гуля. Но я хотел бы продолжить этот список, чтобы коллеги знали. У нас в 2022 году был начат и уже завершен ремонт здания, где помещения и фасадной части здания, где располагается государственный заслуженный ансамбль народной песни танца Республики Абхазия. То есть были отремонтированы 2 помещения, там, где сегодня занимаются и хоровая, и вокальная часть. Далее. Были начаты работы, и сегодня они уже завершаются на Сухумском пантеоне. В результате работ была полностью расчищена территория вокруг пантеона. Также было сделано ограждение вокруг всего пантеона, проведена инфраструктура, полностью освещение, видеонаблюдение, был построен дом для охраны. То есть на сегодняшний день идут работы, связанные с восстановлением памятников, благоустройства территории и именно тех надгробных плит, которые нуждаются в реконструкции. Также ведутся ремонтные работы, практически завершены в помещении Республиканского центра народного творчества. Ведутся также работы на сегодняшний день на территории Лохнашта, связанные с установкой ограждения по всему периметру территории. Также в этом году было закуплено при вашем содействии закуплено оборудование, необходимое в Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Платоновича Дбара в городе Гудаута. И сегодня, в принципе, уже проведены необходимые расчеты управлением капитального строительства для начала работ в 2023 году по прокладке дороги, которая ведет к Бедийскому храму. То есть вот такие работы были проведены в 2022 году, ожидаются также и в 2023 году. И вот тот момент, который отмечал, очень важный момент, то, что отметил премьер-министр в своем докладе, связанный с возможностью ремонта в музыкальных училищах. Это действительно очень важная составляющая, потому что у нас сегодня в районах дети занимаются в училищах, в музыкальных школах, в условиях, которые абсолютно не соответствуют тем нормам, которые должны быть. И те ремонты, которые будут проводить, это действительно позволит детям находиться в достойных условиях и заниматься в музыкальных школах. Уважаемый Аслан Георгиевич, в 2022 году подразделением Министерства по чрезвычайной ситуации Республики Абхазия было осуществлено 2536 реагирования на происшествия чрезвычайного характера. Из них на тушение, пожаротушение, загорание 983 выезда, на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий 181, на устранение последствий стихийных бедствий 67 выездов, на поисково-спасательные работы в горных местностях 76 выездов, на аварийное вскрытие дверей и лифтов 402 выездов, на обезвреживание взрывоопасных предметов 41 выездов, на демеркуризацию и утилизацию опасных химических веществ 35 выездов, на оказание первой медицинской помощи, психологической помощи 261
выездов. На оказание помощи и предотвращение опасности жизни и здоровья людей на водных бассейнах 73 выезда. На предотвращение ликвидации последствий аварийной жилищно-коммунального хозяйства 417 выездов. За отчетный период 2022 года на территории Республики Абхазия зарегистрировано 980 пожаров и загораний, в результате которых погибло 5 человек. Материальный ущерб был нанесен в размере 81,3 миллионов рублей. По сравнению с 2021 год произошло 1038 пожаров. Общее количество пожаров, зарегистрированных в 2022 году, сократилось на 58 единиц, то есть это 5,5%. Количество погибших на пожаре также сократилось на 4 человека, то есть в 2022 году на пожаре погибло 5 человек, а в 2021 год погибло 9 человек. Ущерб на 2021 году составлял 94 миллиона, а в 2022 году оно составило 81,3 миллиона. В 2022 году было проведено 2492 проверок обследования противопожарного состояния объектов, а также 799 контрольных проверок. Из них 1693 плановые и 799 внеплановых, в результате которых выявлено 9573 нарушения требований пожарной безопасности. В ходе проведенного комплексного надзорно-профилактических мероприятий выявлено 2609 нарушений противопожарных требований. Составлено 331 протоколов и по административным правонарушениям назначено наказание в виде административных штрафов. В 2021 году составлено 198 протоколов. Таким образом, в минувшем году количество штрафов увеличилось на 133 единицы или на 67,1%. Общая сумма назначенных административных наказаний в виде штрафа составляет 1 миллион 994 тысячи 400 рублей. За 2021 год 1 миллион 321 тысячи 600 рублей, что на 50,9% больше. Средний чек сколько? Вот один штраф сколько получается с учетом протоколов и миллион с чем-то? Это сколько рублей? Меньше, чем 1000 рублей, что ли? Один штраф около 6 тысяч рублей. Ну как 6 тысяч рублей? Сколько там протоколов было составлено? Но про протоколы, которые составлены, не все же, это идет целая процедура, не все платят штрафы. А я это знаешь к чему? Да. Может, есть смысл пересмотреть эти вещи? Но в дальнейшем, конечно, оно актуально. А мы на эту тему в прошлом году еще говорили. Ты говорил, что надо пересмотреть, усилить меры ответственности. Ну, кто будет готовить предложение? У нас оно практически готово. Мы в ближайшее время представим в кабинет министров и в администрацию президента. Когда представите? В каком месяце? В марте месяце планируем. Хорошо. Потому что 6 тысяч штрафа для физлиц до 12 тысяч юридических лиц, это не та сумма, которую бы... Это просто можно заплатить, а проблема остается прежней. Хорошо. Как обстоят дела с утопленниками? Но с утопленниками в этом году за 2022 год ГИМС МЧС было совершено 146 выездов, что на 29 выездов больше, чем в 2021 году. В 2022 году в 20 происшествиях на водных бассейнах пострадало 22 человека, спасено 9. Зарегистрирована гибель 13 человек, а в 2021 году 23 происшествия, пострадали 24 человека, погибло 20 человек. 13 человек в 2022,
а 20 человек в 21-м. Да. А мы как-то говорили на совещании на предмет готовности к туристическому сезону, пытались обязать дома отдыха, приводить в порядок пляжи, спасательные, чтобы средства были. В этом вопросе что-то делается? Да, безусловно. Мы накануне сезона проводим проверки, все туристические объекты, пляжи. Наши инспектора работают, пишем предписания. И не могу сказать, что все в полном объеме выполняется, но работы ведутся. Кристина Костина, подведомственная. Вот организация «Вторчермет». В 2021 году были хорошие показатели, в 2022 они пошли вниз. Надо понять, в чем причина. Объемы отгрузки уменьшились, они дают данные 8 тысяч тонн против 15-16 в 2021 году. Это первое. Морское пароходство. В отчете не совсем понятно, насколько увеличились налоговые отчисления. Там прибыль вроде бы увеличилась вдвое. И у меня такой вопрос. Когда последний раз тарифы устанавливались по перевалке грузов, там же тарифы должны быть, да? Что там, когда мы последний раз меняли эти тарифы? Морское пароходство обсуждали данный вопрос. Они сейчас готовят предложение по изменению тарифной политики, потому что она не переутверждалась, если не ошибаюсь, около 7 лет. Ну, с тех пор очень много воды утекло, Да. правильно? Мы меняем ситуацию. Да. Неплохие показатели, не хочу сглазить, у Абхазской железной дороги. Да, повышение. Надо эту тенденцию продолжить. То, что мы имеем в наших объектах, таких как заповедник Новоафонская, тоже там неплохие показатели. Надо эту тенденцию сохранить. Поэтому сейчас это можете воспринимать как поручение. В последнее время обозначилась тенденция, она наверняка связана в том числе и с работой правительства, на уменьшение цены на топливо. Необходимо провести анализ топливного рынка, документы известны, цифры понятны, и тенденция на снижение стоимости ГСН 92, 95 АИ и дизельного топлива должна существенным образом измениться. И тогда наши граждане скажут правильные вещи, и у них будут правильные оценочные суждения. Мы с вами говорили на той неделе, правильно? Вот сегодняшняя цена – это промежуточная цена. Цена должна быть значительно меньше. Аслан Георгиевич, в соответствии с вашим поручением и утвержденным новым порядком, мы осуществляем контроль за изменением ценообразования и в ручном режиме принимаем меры по снижению цен. Ваше поручение будет исполнено. Да, в сроки сжатые, Принято. существенным образом. Подводя итог, уважаемые коллеги, генеральная линия, которая избрана на развитие отраслей экономики, туризма, сельского хозяйства, транспорта, содействование наших транзитных возможностей. Об этом сегодня мы ничего не сказали, вообще ни одного слова. А вопрос, на мой взгляд, уже назрел. Дальнейшее усиление работы по привлечению инвестиций, правовое сопровождение этих вопросов, правовое сопровождение в рамках парламента, постановлений правительства, распоряжений президента. Все это очень важно. Наши граждане хотят жить сегодня, сейчас, а не завтра и послезавтра. Время пришло. Поэтому сегодня нам надо принимать все решения. Вопросы, которые вы сегодня осветили. Как нам увеличить продолжительность туристического сезона? Как нам сделать так, чтобы койко-мест было больше? Конечно же, это строительство новых объектов. За этим строительством к нам придут не просто новые рабочие места, придет новая культура. Хочу, чтобы вы обратили на это внимание, уважаемые товарищи, коллеги-депутаты. Вот посмотрите на работу наших инвесторов. Наши инвесторы, которые вкладывают в экономику Абхазии, в местах, где была помойка, создают красивые территории. Нам необходимо принять меры. Прежде всего, сейчас мы утыкаемся в отсутствие правовых мер. Нам необходимо подписать соглашение
о работе инвестиционных компаний российских на территории Абхазии и ряд других основополагающих документов. Не хочу забегать вперед. Этот год, 23-й, в этом плане должен оказаться решительным. Наверное, мы немножко запаздываем. Ну и потому что новые задачи, с которыми мы ранее не сталкивались, определенные политические процессы, которые тормозят. Подготовительная работа шла в 2022 году. В 2022 году был избран новый состав парламента, с работой которого я лично связываю большие надежды. Пришло время принимать ответственные решения. Ответственные решения. Нравится они кому-то или нет. В отчете руководителей, во многих отчетах видна та работа, которая проведена, но это не говорит о том, что в министерствах и ведомствах нет проблем. Конечно, они есть. В рамках одной встречи мы, все это обсудить не могли. Тенденции неплохие, их надо развивать. В этом году мы должны выйти в плоскость практических дел. Вот министр цифры не назвал, но я еще раз хочу ваше внимание обратить. 9 тысяч квадратных километров территории Абхазии, 2700 квадратных километров территория Сочи. Если мы в ближайшие 10 лет сможем сделать так, сможем принимать столько гостей, как сейчас в Сочи, за 10 лет мы все это сделаем, то наш бюджет будет в 5 раз больше. Собственно, доходная часть бюджета будет в 5 раз больше. Надо будет вкладывать огромные инвестиции, это все очевидно и понятно. Но это вполне возможно, если будут соответствующие нормативные акты. И при этом у нас не будет такой плотности, как в Сочи, таких очередей и так далее. За этим пойдет решение инфраструктурных проблем, энергетических и других взаимосвязанных отраслей. Поэтому благодарю всех за совместную работу. Работаем дальше, активней, наступательней и создаем свое собственное будущее. Спасибо.